Всем привет, меня зовут Мируэк, меня в основном все знают как Мику из Базарову, я персональный стилист, и я в этой сфере уже 6-й год. Давайте я попробую подробнее объяснить, что такое неправильный гардероб. То есть очень часто бывает такое, что мы покупаем какие-то парные вещи или вещи, которые нам по факту вообще не нужны. Остановимся на парных вещах. Парные вещи — это вот ситуация. У нас какое-то мероприятие на носу, и мы просто бежим в магазин, чтобы быстренько что-то купить. Видим какую-нибудь юбку, видим, что она достаточно нарядная, и понимаем, что она нам подходит. Что мы делаем? Мы к этой юбке ищем какой-нибудь верх. То есть вся проблема в том, что мы этот верх ищем почему-то там же в магазине, не у себя в гардеробе, не у себя дома. То есть мы начинаем искать это там в магазине, покупаем эту юбку с какой-то определенной блузкой или с каким-то определенным топом, приносим это домой, дальше идем на мероприятие, и дальше эти вещи, как парные вещи, висят в гардеробе, и мы их не используем. Почему? Потому что мы думаем, что в этом наряде меня уже видели, мне теперь на другое мероприятие нужно что-то другое, поэтому я это носить не буду. Но на самом деле решить эту проблему можно тем, что если бы мы чуточку задумывались о том, с чем из своего уже существующего гардероба я могла бы это надеть, тогда проблемы, скорее всего, стало бы меньше. И как раз-таки парных вещей в гардеробе тоже стало бы гораздо меньше. Если в вашем образе жизни нет большой надобности носить какой-то кутюрье, носить какие-то очень дорогие, например, платья или костюмы по случаю, мы бываем, что случаи бывают разные, то я не вижу никакого смысла на один выход покупать что-то очень сильно дорогое. Если мы, например, берем какую-нибудь нарядную юбку и можем надеть ее не только один раз на какое-то мероприятие, а еще сможем эту же юбку сочетать с какими-то более базовыми вещами и надевать уже на какие-то другие случаи жизни, то это уже хорошо. И отсюда вытекает, к примеру, мы надели эту юбку за, допустим, последние 2-3 месяца, скажем, раза 4 или 5. Если юбка, например, стоит 75 тысяч условно, то за 5 выходов у нас получается 15 тысяч за выход. Это уже хорошо, чем 75 тысяч за один выход, и потом эта вещь будет просто висеть. Мужской гардероб, на самом деле все вот по той схеме, по которой я говорила, капсульного гардероба, что низы обязательно должны сочетаться с верхами. И в мужском гардеробе, опять-таки, в зависимости от образа жизни, может существовать просто 1 или 2 костюма, несколько пар брюк или джинс, которые именно на работу, к примеру. Но вот согласитесь, даже когда какой-нибудь выход, какое-нибудь мероприятие, мужчины обычно что делают? Просто надевают один из костюмов. Или просто надевают джинсы и к этим джинсам какой-нибудь один из верхов. Либо это будет поло, если там будет, например, жарко, либо это будет футболка, если это какая-нибудь такая дружеская посиделка, или рубашка. А у женщин вот эта проблема, она стоит как будто бы гораздо выше и больше. Очень часто у нас нету именно вот этого простого решения. Я беру просто эти джинсы и к нему любой верх из гардероба. Хотя на самом деле все именно так и должно работать. Капсульный гардероб, он собирается именно вот на определенный отрезок времени, то есть если мы возьмем самое базовое, это сезоны, мы собираем капсулу в основном на осень-зиму, весна-лето, то есть это вот сезоны, которые более-менее друг с другом перекликаются и легче всего подобрать какие-то вещи. Помимо того, что у меня еще есть клиенты, которых я одеваю, мы ходим на шопинги и так далее, еще мы проводим много разных съемок. Это бывают и творческие съемки, бывают такие съемки, где, то есть я выступаю как стилист, и уже стилизую там определенные какие-то моменты. Мы знакомимся, я отправляю анкету, которую клиент должен заполнить, в которой они уже предоставляют полную информацию о себе. Там информация, начиная от того, какой размер они носят, какие обхваты, там по фигуре, заканчивая тем, какой бюджет, которым они располагают, потратиться конкретно на этот шопинг. После знакомства мы обязательно делаем разбор гардероба. В разборе гардероба как раз-таки мы составляем капсулу уже из существующего гардероба, составляем шопинг-лист, вещи, которые, по моему мнению, которые необходимы в этом гардеробе, чтобы были, для того, чтобы образы дополнились, чтобы они стали интереснее, к примеру. И уже после этого мы направляемся на шопинг.
очень часто так получается, что приходишь, и ты понимаешь, что в гардеробе очень много каких-то нарядных вещей, или в целом для девушки немного легче, наверное, когда ставят задачу, нужно нарядиться, но вот гораздо сложнее просто одеваться, то есть находить какие-то вещи более удобные, чтобы они еще и стильные, чтобы они еще и красиво выглядели, чтобы еще и в этом было комфортно. Нас всех научили наряжаться, но не научили одеваться, и отсюда сразу же вытекает проблема финансов. То есть это все приводит к тому, что мы по факту тратим деньги на то, что нам не надо, или мы тратим деньги вот как раз-таки только за выход. Когда мы тратим за один выход там несколько десятки тысяч, или даже иногда бывает сотни, это не есть хорошо. Вот. И поэтому, говоря о финансах, гардероб, который правильно сформирован, на самом деле экономит вам кучу денег, и это правда. Вообще экономить можно на всем. Есть такое понятие в моде, это что-то трендовое сейчас, и есть что-то актуальное надолго. То есть, если мы, например, говорим про какую-нибудь свободную футболку, да, опять-таки из самого простого начнем, то это вещь, то, что может годами существовать в вашем гардеробе, и вы можете просто, например, если часто носите, заменять ее какими-то другими, да, брать более, менее подходящие по вашему бюджету. Но есть вещи, которые являются супер трендовыми. То есть это какие-то вещи, которые прям модные конкретно на какой-то отрезок времени. Допустим, сейчас очень сильно модные джинсы полностью в стразах. Допустим, да, если мы говорим про женский гардероб. На самом деле одежда – это состояние души в первую очередь. Цвета, которые мы выбираем для своего гардероба, фасоны, которые мы выбираем, например, какие-то очень яркие, необычные детали, возможно. То есть это все характеризует именно то, какой человек, какой у него образ жизни. Поэтому я думаю, что наш гардероб – это прям наше лицо. И напоследок хотелось бы сказать, что если вы вдруг испытываете какие-то вопросы, например, как сформировать свой гардероб, как сэкономить побольше денег или как более экологично с этим поступить, вы всегда можете обратиться к стилистам. И не бойтесь, потому что стилисты на самом деле тоже на рынке, их очень много, и сейчас ценовая категория тоже очень разная. Я уверена, что каждая может найти для себя подходящего стилиста не только по цене, но еще и по характеру или по, скажем, почерку, потому что у каждого стилиста есть почерк. Поэтому не переживайте, у вас точно все получится.